История республики станет на 200 лет ближе. Сотрудники Национальной библиотеки выпустили диск «Отечественная война и комик-рай». Проект подготовлен в рамках празднования победы русской армии в войне с Наполеоном. О роли уроженцев Коми в Великой Победе расскажет Светлана Папина. Казалось бы, историю войны 12 года изучили уже вдоль и поперек. Однако сведения об уроженцах Коми, наших земляках, практически не сохранилось. Почти 2 года сотрудники Национальной библиотеки по крупицам собирали информацию об уроженцах Коми. Архивные документы, хроники, произведения искусства – все это поместилось на одном маленьком носителе. Бытует стереотип, что, мол, всю информацию можно найти в интернете. Но, как оказалось, в библиотеке есть то, чего нет нигде. Вот эту девушку, например, веб-ресурс заинтересовал. В этом году я поступаю в магистратуру на исторический факультет. Поэтому мне очень интересен этот источник. Там собраны эксклюзивные материалы, которые мне очень понадобятся при поступлении. Новый диск действительно заслуживает внимания. Здесь собрана уникальная информация, а многие материалы опубликованы впервые. Это и ведомости пожертвований на провианты и обмундирование, и отчеты городничих, и рассказы о заграничных походах русской армии. Целый ряд документов посвящен пленным французам на территории Коми. Работа над этим диском, она велась поэтапно, и велась она в различных архивах. Составители работали в Национальном архиве Республики Коми, в Государственном архиве Вологодской области и также в Государственном российском архиве. Особенно гордятся разработчики свидетельством об интеллектуальной собственности. Получение патента действительно много значит для республики. Вот только ознакомиться с ресурсом можно пока только в библиотеке. Получение этого свидетельства еще раз доказывает, что национальная библиотека, она идет в ногу с современным техническим миром. И идет в ногу с инновационным развитием России и, в частности, инновационным развитием Республики Коми. Электронные издания предназначены преподавателям, краеведам, музейным и библиотечным работникам. Но все же создатели проекта надеются, ресурс придется по душе и тем, кто просто интересуется историей, точнее ее региональным аспектом. Светлана Папина, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.